Дорогой, сын, отпусти тревоги, которые преследуют тебя, и страхи, которые отягощают твое сердце. Мир приносится в жертву, когда вы помните о мире и начинаете беспокоиться, думая о будущем. Вместо того, чтобы ложиться спать допоздна, оставьте свои заботы мне и спите спокойно. Отпустите все эти вещи, которые вас сдерживают, и имейте веру. Моя цель – принести мир в вашу жизнь. Знай свою ценность в моих глазах. Вы не помеха, вы человек с особой и важной целью в этом большом мире. У вас огромный потенциал, и если вы все это удержите, он вспыхнет и принесет благословение многим. Вот тут-то и приходит беда, стучится в дверь, в которую хочется войти. Если вы оставите их в покое, они будут контролировать ваши мысли и создавать внутри вас шум, тревогу и смятение. Я убежден, что это правда, независимо от вашего происхождения, семейной истории, теней вашего прошлого или глубоких ран, которые вы пережили. Ты отдал мне свою жизнь. И теперь, что самое важное, я стираю ваше прошлое, исцеляю ваши раны, стираю ваше видение и распространяю благословение в ваше будущее. Я укреплю вашу мудрость и призываю вас быть осторожными. Преобразование уже началось, готовя вас к первым шагам на пути к новой жизни. Отпустите прошлые мечты и потеряйтесь. Сосредоточьтесь сейчас на новом пути и Божьих благословениях для будущего, богатого процветанием и святостью. Но вы потеряли мое слово и свою заботу. Просыпайтесь пораньше и будьте осторожны. Это не игра. То, что ты доверяешь мне и веришь в меня, не означает, что ты можешь страдать внутри. Я не хочу, чтобы ты жил двойной жизнью, где снаружи ты счастлив и благословляешь других, но внутри тобой правит страх, когда ты один. Боясь прошлых духовных битв, вы были подавлены, смеялись и плакали одновременно. Но слушайте внимательно. Не игнорируйте мой совет снова. Поймите, что вера не лишена недостатков и трудностей. Речь идет о том, чтобы сдерживать свои обещания даже в трудные времена, зная, что вы можете преодолеть любую проблему и знать, кто вас окружает. Сохраняйте спокойствие посреди неприятностей, уверенно сообщайте мне о своих опасениях, признавайте, что вы расстроены, и находите в себе силы продолжать идти вперед. Вера означает, что вы отдали свою жизнь мне и с уверенностью ожидаете обещанных мною благословений, зная, что вы и ваши близкие защищены моей силой. Где бы вы ни находились, вы окружены моим присутствием, моими солдатами, которые укрепят ваше дело и защитят вас от невидимых опасностей. Вера – это встать, отряхнуться и двигаться вперед согласно мечтам и целям, которые я поставил для вас, несмотря на ваши слабости, битвы и историю. Поэтому, пожалуйста, услышьте это слово еще раз. Я хочу, чтобы вы хорошо это запомнили и записали в своем сердце. Вы можете спокойно спать по ночам со спокойной душой. Прочитайте вслух Псалом 23 еще раз, пожалуйста. Скажи одно слово. Что вы думаете, когда мы говорим: «Иегова, мой пастырь», что вы находитесь в мире на небесах и что ваше сердце спокойно? Закройте глаза и выразите благодарность за свою жизнь и семью. Спасибо за любовь, которую я тебе дал. Сегодня я обращаюсь непосредственно к вам и приглашаю вас доверить мне свою жизнь, свои трудности и свое бремя. Я не хочу, чтобы у вас возникали негативные мысли,
которые обескуражат вас. Не позволяйте страху остановить вас. Научитесь доверять этому небесному мужу, который любит вас и всегда желает для вас самого лучшего. Поверьте мне. Пожалуйста, скажите мне. Подумай о моей любви вокруг тебя. Приготовьтесь, я открою дверь, которую вы просили. Я знаю твои недостатки и слабости. Но сейчас для меня важна ваша вера, огонь, который заставляет вас идти вперед, молиться, а иногда и кричать. Ибо мы знаем, что терпеливым и стучащим дверь отворится. Вызывающий абонент получает ответ. Тот, кто просит от всего сердца, получит. Твоя вера делает меня счастливым. Я хочу вызвать улыбку на твоем лице, когда ты увидишь, как твое имя прославится в моем небесном царстве. Потому что вас отмечают как знак терпения, настойчивости, надежды, мужества и честности. На следующий день, как и каждый день, я хочу поделиться этим с вами. Ты это хорошо знаешь, но я хочу, чтобы ты почувствовал, что я сейчас рядом с тобой. Я хочу, чтобы вы сами увидели, что ваш Небесный Отец настоящий, сильный и могущественный. Будущее вашей жизни и семьи в моих руках. Я хочу, чтобы ты продолжал идти, иногда бежать, но всегда с гордостью, никогда не останавливаясь, так же, как ты доверял мне. Нам предстоит многое сделать, так что поехали. Вам суждено достичь своей цели победы во имя мое святое. Одной рукой ты получишь благословения, которые я дам тебе, а другой поможешь нуждающимся. Когда вы помогаете другим, я благословляю вас в своем сердце и доверяю вам. Сначала позвоните своей семье, а затем позвоните человеку, которому хотите помочь. Не бойся дороги, ничего не упускай. Вы больше не будете испытывать страдания. Отпустите прошлые печали. Все ваши желания, печали и тревоги теперь остались в прошлом. Однако всегда помните о необходимости сохранять целостность и честность, которая будет направлять вас. Не позволяйте себя обмануть или предать. Оставьте это плохое отношение лжецам и лицемерам. Я с тобой во всем, не отпущу тебя и не буду злиться, если ты потеряешь себя и станешь грязным и запутавшимся человеком в мире. Я знаю, ты проснешься. Вы были верны долгое время, но когда я увижу, что ваша вера начинает меняться, я постараюсь восстановить вас. Я ваш истинный лидер. Это отличается от ложных лидеров, которые помогают только в худшие времена, а затем бросают нас, когда мы попадаем в беду. Я не лжец, поэтому у меня нет причин лгать. Мои слова вам честны, и хотя временами их может быть трудно услышать, это потому, что я всегда говорю правду. Надеюсь, вы понимаете и не ведете себя как сумасшедшие, которые просто хотят почесать ухо и что-нибудь услышать. Пожалуйста, знайте, что я говорю с вами с любовью и хочу, чтобы вы были счастливы. Но в такие моменты, как сегодня, я говорю прямо к твоему сердцу. Потому что я хочу видеть твой успех и богатство. Не следуйте ложным доктринам, порожденным невежеством. Я предлагаю тебе свой меч истины. Встань, сражайся и излей на меня свой Святой Дух. Никто не может остановить вас каждый день в вашей жизни. Я с вами, как и со своими старыми слугами. Потому что теперь я выбрал тебя, чтобы ты служил мне.
Не ищите славы или денег, я заработаю ваши деньги. Вам не нужно лгать или придумывать что-то, чтобы узнать. Вам не обязательно прибегать к обману, чтобы добиться своего. Скажи, ты любишь меня всем сердцем и доверяешь мне, как раньше. Предупредить вас. Будьте готовы к странным вещам, которые я сделаю в вашей жизни. Чудо, которое вас удивит. Однако эти благословения также сопряжены с ответственностью. Некоторые люди могут завидовать и подвергать сомнению ваш успех, считая его удачей. Но не поддавайтесь их неверию. Пожалуйста, запомните эти слова. Дверь, в которую ты стучишься, широко открыта. Будьте готовы войти в этот район чаще, чем обычно. Не бойся, будь смелым. Не расстраивайтесь из-за разочарования или гнева других людей. Будьте сильны в своей вере, и я возвышу вас над вашими противниками. В конце концов, они испугаются, когда ты пойдешь со мной через зеленый лес, где я отведу тебя к пресной воде. Потому что я люблю тебя, и я буду дорожить тобой. Дай мне руку, я здесь, чтобы освободить тебя от страха. Ты можешь думать, что выхода нет и это конец, но я говорю тебе, дитя, это начало больших перемен в твоей жизни. Пожалуйста, помогите мне. Тогда я освобожу тебя от всех раздоров, которые тебя окружают. Сегодня я должен сказать вам, что это конец многих плохих вещей, которые с вами случились. Все эти печали и боли закончатся. Пришло время бежать от людей и ситуаций, которые вас унижают. Пришло время отпустить всю печаль, которую посеяли в вашей душе ложные друзья. Избавьтесь от этой вины, от воспоминаний, которые вас преследуют, от всего, что заставляет ваше сердце плакать. Я исцелю тебя и помогу забыть об этих неприятных вещах. Они не вернутся. Но отпустите это бремя. Они вам не нужны. Когда вы отпустите это бремя, вы больше не будете страдать. Потому что я не остановлю твою силу и не оставлю тебя одного нести это бремя. Достаточно. Вы не виноваты, что это произошло. Не тебе решать эти проблемы, сынок. Не позволяйте этим проблемам сдерживать вас. Я хочу видеть тебя счастливым и успешным, потому что эти заботы не приносят тебе ни здоровья, ни счастья. Сегодня я даю вам новое начало, новую надежду, путь полной радости. Я уверен, что у вас все будет по-другому. Я исцелю твою боль и забочусь о тебе с любовью. Я дам вам силы начать все сначала и открою дверь к большему успеху, чем тот, который вы потеряли. Не бойся, возьми меня за руку, встань и забудь прошлое, ведь тебе пора побеждать. Я приготовил для тебя великое благословение. Я твой Бог, и я точно знаю, что тебе нужно. Поэтому я несу ответственность за решение вашей проблемы. Наступила эпоха свободы. В этот новый день я удивлю вас и принесу новости. Вы получите ответы, которых так долго ждали. Сегодня я меняю свою жизнь. Я делаю это, потому что вижу ваши страдания, вашу веру и ваше доверие. Чудеса, которые вы получите, порадуют ваше сердце. Вы думаете, что не сможете этого сделать, но теперь услышьте мой голос и будьте готовы получить ваше благословение. Раскройте свои объятия и очистите свой разум от сомнений и сомнений.
Потому что то, что сегодня приходит в вашу жизнь, намного лучше, чем вы думаете. Я вижу, как вы молитесь каждый день и ищете возможности учить. И сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что дверь действительно открыта. Все, что ты пожелаешь мне, сбудется. Вы верите в эту силу? Готовы ли вы получить мои благословения? Сохраняйте веру и мужество, принимайте с распростертыми объятиями то, что я даю вам, и не отворачивайтесь от того, что я говорю. Даже если испытания кажутся бесконечными, трудности никогда не заканчиваются. Даже если дела идут не так, как планировалось, я твой Бог и наблюдаю за всей твоей жизнью и каждой ситуацией. Верьте в свою веру. Смотри, гордись и не забывай. Потому что я не лгу и не терплю неудачу. Я никогда не подведу и не подведу тебя. Чтобы успокоить свой разум, подумайте о мире, который я посылаю вам сейчас. Этот мир представляет собой разницу между уверенностью и покоем и может придать вам смелости и поддержать ваши мечты. Это даст вам мудрость снова поверить в любовь, простить тех, кто причинил вам боль, и решить, кому дать второй шанс. Это также дает вам силы сказать «нет» и уйти от плохих отношений и плохих друзей. Возможно, вы многое пережили и не привыкли, чтобы вас окружали покой и счастье. Вы так обеспокоены, что не можете наслаждаться моими благословениями. Но будьте смелыми и не разочаровывайтесь, принимая эту новую жизнь. Ваша душа возвращается, и ваши ноги идут по новому пути. Будущее покажет вам, что оно хорошее и прекрасное, но вам придется поверить и принять его. Скажи мне устами своими: верую и получаю. Вы были испытаны, теперь настало время получить благословение. Вы достаточно настрадались и приобрели много важных навыков. Несмотря на все, через что вам пришлось пройти, вы достаточно храбры, чтобы противостоять трудностям, о которых даже не догадывались. Это не потому, что ты не прав, а потому, что ты этого не делал. Враг хочет рассеять вас, как ветер разбрасывает пшеницу. Когда вы испытываете стресс, вы сеете семена и касаетесь земли, мокрой от слез, которые вы проливаете, когда вам грустно. Но посмотрите теперь глазами веры. Мир переместится и появятся новые вещи. Посмотреть на себя. Знайте в глубине души, что в этом году будет обильный урожай. Семена, которые, как вы думали, были потеряны, вернутся к жизни и благословят вас добрыми плодами и сокровищами, которые напитают вашу душу без печали и бремени. Я дал вам все, что вам нужно для успеха, под моей опекой как вашего пастыря, чтобы вы были накормлены. Будьте добры к другим, но сохраняйте веру в тех, кто больше, чем просто люди. Следуйте моему совету, освободите себя от сомнений и негативных мыслей и твердо держитесь своей веры. С такой верой могут происходить не только чудеса, но и исцеление. Ваша вера делает это реальностью. Но это не игра, это не удача, не уловки и не пустые слова. Я говорю о моем святом слове, слове, которое всегда будет исполняться по моей воле. Вы хотите измениться? Вы хотите, чтобы все шло хорошо? Вы хотите добиться успеха и ничего не оставить после себя для своей семьи? Вы хотите, чтобы у всех было сострадание, мудрость и правда в жизни? Вы хотите изменить свое сердце, а я хочу изменить вас. Хочу и хочу. Я могу это изменить.
У меня есть сила превратить ночь в утро и сделать это, но мне все еще нужна ваша вера. Вы вступаете на новую территорию и скоро откроете ее. Отложите все остальное и с верой протяните руку, чтобы получить благословение, которое я приготовил для вас. Тест будет завершен, когда вы приедете. Сегодня я сотворю чудо в вашей жизни и жизни вашей семьи. Так что не беспокойтесь о двери, которая только что закрылась. Поговори со мной, пожалуйста. Закрепите свои мысли вслух и напишите «Я верю в тебя». Я получил слова утешения и принимаю волю Божию, исходящую прямо с небес. Отсутствие надежды не означает, что дверь закроется. Большая дверь открылась и вошло что-то большое. На небесах идет духовная битва за вашу жизнь и вашу веру. Есть враги, которые будут препятствовать вашему прогрессу, нападут на вас снаружи и попытаются уничтожить вас изнутри. Я привношу божественные дары и мудрость в вашу жизнь, даже если они невидимы. Смиренно примите их руководство и проведите время в молитве, чтобы добиться дальнейшего успеха. Позвольте мне рассказать вам об этом больше. Вы выиграете эту битву, и все препятствия на вашем пути будут уничтожены. Конечно, я не против расстаться с тобой на какое-то время, но я хочу, чтобы ты был доволен своей верой, навыками и дарами. Узнайте, что вы не одиноки. Если ты не примешь моего слова, если ты не примешь своей веры, враг разорвет тебя на землю. Ты далеко пойдешь, благословишь многих людей, твоя семья возрастет в мудрости и смирении, и ты во всем преуспеешь. Но мы должны идти вместе. Пожалуйста, помогите мне. Сейчас вы готовитесь к духовному уровню, который определит ваше будущее и изменит вашу жизнь, если вы обратите на это внимание. Если вы послушаете меня сегодня, вас ждет много хороших дел. Основой вашего будущего дома является тщательное планирование, обеспечивающее безопасное место для вас и тех, кто стоит за вами. Каждому человеку я даю особый дар, талант, миссию, мотивацию к обучению и саморазвитию. Судя по тому, что вы видите, ясно, что этот год будет рекордным урожаем. Семена которых, как вам казалось, не хватало, расцветут. Мы с вами скоро будем благословлены добрыми плодами, богатством, которое без печали и времени позаботится о вашей душе. Посмотрите за пределы того, что вы можете себе представить, и даже за пределы своих нынешних убеждений. У вас и вашей семьи нет надежды жить в духовной нищете и душевной боли, и вы не столкнетесь с трудностями жизни с большой суммой долгов. Помни, я всегда буду рядом с тобой, я прощу тебя, я буду заботиться о тебе и не позволю тебе столкнуться с неудачей или одиночеством. Придут светлые дни, исчезнет печаль, а ваше сердце переполнится радостью, потому что произойдут чудеса. Вы увидите это своими глазами. Теперь докажите свою веру и желание и скажите мне, как я уже сказал, я верю. Я вас очень люблю. У меня есть отличный план. Пожалуйста, помогите мне. Мы идем вместе в мире и счастье. Решительность и настойчивость важнее скорости передвижения. Оставайтесь сильными в своей вере. Не мешай мне, не своди с меня глаз, смотри прямо перед собой. Мы достигли своей цели. Хотя ваш разум и тело иногда убеждают вас, что у вас заканчивается время и терпение,
это не так много, как вы думаете. Вы понимаете, что я хочу благословить вашу семью и дать вам возможность соревноваться без страха. Враги будут побеждены, а трудности преодолены. Я не обещаю вам легкой жизни, но говорю вам, что у вас не будет ни веры, ни сил. Знайте, что вы правдивы, и наполнитесь мужеством. Примите мои священные обеты принести исцеление вашему телу, здоровье вашему разуму и силу вашему сердцу. Я хочу освободиться от печали и депрессии. Все разочарования, которые тяготят вашу спину и заставляют сомневаться в моих словах, все ложные дружеские отношения, которые втягивают вас в неудачу, исчезнут. Чудеса произойдут, если вы решите следовать за Господом сегодня. Они ищут финансовые махинации, деловые заказы, управленческий контроль и плохое мышление. Они говорят, что мое существование и моя сила зависят от того, чтобы показывать людям, чем они занимаются, как экономят деньги, что носят и что, по моему мнению, едят. Поступать так – это ложь. Некоторые восстали против моего учения, отказались принять то, кем я был, и ничего не хотели от человека, который пришел на работу и отдал свою жизнь на кресте. Но ты принял меня в свое сердце, поэтому я уверен, что чудо произойдет. Облеки душу свою в праведность и отвернись от искушений лицемеров. Я здесь, чтобы помочь вам. Пусть вы обретите в себе больше мира и понимания и не устанете ждать с жалобами и сомнениями, которые не говорят ничего хорошего и портят вашу веру и радость. Скажите это своему сердцу сейчас. Боже мой, я верю в Тебя. Я верю в Тебя и терпеливо жду своего благословения. Я гарантирую, что ваши молитвы будут услышаны. Ваша вера в меня тверда и надежна. Верьте, что на все ваши молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Я здесь, чтобы рассказать вам о новом сезоне, когда будет больше дождей, больше неба и больше удовлетворения в вашей жизни и семье. Пусть вы и ваши близкие покоитесь в мире и счастье. Все это могут найти те, кто верит в меня, принимает мои учения близко к сердцу и ожидает благословения, не уставая и не сдаваясь. Будь осторожен. Вы должны быть терпеливыми и упорными. Подобно тому, как жизнь растет за 9 месяцев, семя должно быть посажено в плодородную почву, разделено и преобразовано, прежде чем оно прорастет и зацветет. Ваши благословения важны и сильны. Чтобы достичь согласно своим стремлениям, нужно уделить время и набраться терпения во всем. Я не думаю, что ты будешь грустить, потому что ты меня понимаешь. Мы хотим, чтобы вы были окружены людьми и ресурсами, которые поддерживают ваш рост. Если ты пойдешь со мной, никто тебя не ударит, не обвинит и не накажет, потому что я защищу тебя. Если вы видите мой божественный свет, освещающий ваш путь, представьте, что вы можете видеть небо вокруг себя своими духовными глазами. Станьте свидетелем того, как перед вами встают ваши проблемы. Если вы сможете понять все, что происходит вокруг вас, вы увидите, как мир может измениться, чтобы поддержать вас. В ближайшем будущем я поделюсь с вами этими благами через сны, чтобы вы смогли познать рай на земле. Я приказываю всей Вселенной благословить тебя. Я люблю тебя, особенно когда вижу столько веры и успеха, как ты. Помни, я всегда буду рядом с тобой. Я прощу тебя, я буду заботиться о тебе и не позволю тебе столкнуться с неудачей или одиночеством.
Придут светлые дни, исчезнет печаль, а ваше сердце переполнится радостью, потому что произойдут чудеса. Вы увидите это своими глазами. Теперь докажите свою веру и желание и скажите мне, как я уже сказал, я верю. Я вас очень люблю. У меня есть отличный план. Пожалуйста, помогите мне. Мы идем вместе в мире и счастье. Решительность и настойчивость важнее скорости передвижения. Оставайтесь сильными в своей вере. Не мешай мне, не своди с меня глаз, смотри прямо перед собой. Мы достигли своей цели. Хотя ваш разум и тело иногда убеждают вас, что у вас заканчивается время и терпение, это не так много, как вы думаете. Вы понимаете, что я хочу благословить вашу семью и дать вам возможность соревноваться без страха. Враги будут побеждены, а трудности преодолены. Я не обещаю вам легкой жизни, но говорю вам, что у вас не будет ни веры, ни сил. Знайте, что вы правдивы, и наполнитесь мужеством. Примите мои священные обеты, принести исцеление вашему телу, здоровье вашему разуму и силу вашему сердцу. Я хочу освободиться от печали и депрессии. Все разочарования, которые тяготят вашу спину и заставляют сомневаться в моих словах, все ложные дружеские отношения, которые втягивают вас в неудачу, исчезнут. Чудеса произойдут, если вы решите следовать за Господом сегодня. Они ищут финансовые махинации, деловые заказы, управленческий контроль и плохое мышление. Они говорят, что мое существование и моя сила зависят от того, чтобы показывать людям, чем они занимаются, как экономят деньги, что носят и что, по моему мнению, едят. Поступать так – это ложь. Некоторые восстали против моего учения, отказались принять то, кем я был, и ничего не хотели от человека, который пришел на работу и отдал свою жизнь на кресте. Но ты принял меня в свое сердце, поэтому я уверен, что чудо произойдет. Облеки душу свою в праведность и отвернись от искушений лицемеров. Я здесь, чтобы помочь вам и дать вам мир и больше понимания. Чтобы вы не утомились ожиданием, критикой и сомнением, о которых не следует говорить, и возрастали в вере и радости. Скажите это своему сердцу сейчас. Боже мой, я верю в Тебя. Я верю в Тебя и терпеливо жду своего благословения. Я гарантирую, что ваши молитвы будут услышаны. Ваша вера в меня тверда и надежна. Верьте, что на все ваши молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Я здесь, чтобы рассказать вам о новом сезоне, когда будет больше дождей, больше неба и больше удовлетворения в вашей жизни и семье. Пусть вы и ваши близкие покоитесь в мире и счастье. Все это могут найти те, кто верит в меня, принимает мои учения близко к сердцу и ожидает благословения, не уставая и не сдаваясь. Мы рекомендуем сохранять спокойствие. Вы должны быть терпеливыми и упорными. Подобно тому, как жизнь растет за 9 месяцев, семя посажено в плодородную почву и должно делиться и изменяться, прежде чем оно прорастет и зацветет. Ваши благословения важны и сильны. Чтобы достичь согласно своим стремлениям, нужно уделить время и набраться терпения во всем. Я не думаю, что ты будешь грустить, потому что ты меня понимаешь. Мы хотим, чтобы вы были окружены людьми и ресурсами, которые поддерживают ваш рост. Если ты пойдешь со мной, никто тебя не ударит, не обвинит и не накажет,
потому что я защищу тебя. Если вы видите мой божественный свет, освещающий ваш путь, представьте, что вы можете видеть небо вокруг себя своими духовными глазами. Станьте свидетелем того, как перед вами встают ваши проблемы. Если вы сможете понять все, что происходит вокруг вас, вы увидите, как мир может измениться, чтобы поддержать вас. В ближайшем будущем я поделюсь с вами этими благами через сны, чтобы вы смогли познать рай на земле. Я приказываю всей Вселенной благословить тебя. Я люблю тебя, особенно когда вижу столько веры и успеха, как ты. Укрепи меня всем своим сердцем и душой ради меня. Вот почему я прихожу каждый день, чтобы принести вам новое послание. Даже если мои ежедневные трудности изменятся, моя любовь к тебе останется прежней. Прежде чем ты начнешь свой день, я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю, но более того, я хочу услышать твое мнение. Я хочу услышать, как ты говоришь: «Иисус, я тоже тебя люблю». Ты не просишь у меня ничего такого, чего моя любовь не сможет дать тебе. Я дам тебе то, что ты заслуживаешь, твое достоинство и место, которое ты заслуживаешь. Я дам тебе лучшую жизнь, если ты сдашься и примешь исцеление и прощение от моей нежной любви. Обещания, которые я дал, уже внутри вас и написаны в вашем сердце. Так что, если вы решите верить, признайте это. Не подражайте тем, кто говорит о моей любви, но не имеет истинной веры. Я призываю вас достичь свободы. В ту же ночь мой Святой Дух будет общаться с вами, исцелит ваше сердце и дух и освободит вас от всех отношений. Когда ты проснешься, ты будешь так же свободен, как и прежде. Ваше счастье не зависит от мнения других людей. В конце концов, ты будешь тем, кто ты есть на самом деле, сын мой, умным и целеустремленным, желающим проявить решимость и смелость, силу, мощь и силу веры. Держи меня в самые мрачные моменты, когда люди критикуют тебя и ранят твои чувства, когда вокруг тебя темно и ты веришь, что нет смысла идти. Ты помнишь меня. Ты мой, и ты должен совершить великие дела. Ты не должен прожить свою жизнь, плача в углу под крышей, которую ты ненавидишь. Помни, моя любовь к тебе не имеет границ. Я поддержу тебя, прощу и исцелю тебя. Я обещаю вам будущее мира, радости и здоровья, которого вы сможете продолжать ждать, не сдаваясь. Доверьтесь провозглашению: «Отец, я верю в тебя». Я доверяю тебе. Я хочу принять чудо, которое произошло со мной. Жизнь – драгоценный дар. Доченька, не трать время на бессмысленные игры, сынок. Почему ты устаешь, сынок? Зачем искать ответы в мире, полном смятения? Грех может разрушить тело людей и дать им тени, обманы и смелость на пути к тому, чтобы увидеть мою истину. Не поддавайтесь желанию искать удовлетворение в образах мира, которые угрожают затмить ваше видение. Не падайте духом и не поддавайтесь искушениям зла и проблемам этого мира. Будьте храбры в страданиях и полагайтесь на свою веру. Позвольте истине внутри себя руководить вашими решениями. Хорошо любить и хорошо верить, но не просто верить в людей. Не отдавайте свою жизнь и будущее в их руки. Поэтому не отдавайтесь людям, которые вас огорчают, потому что в конечном итоге они вас огорчат. Помните мое повеление,
люби Господа Бога твоего и служи Ему всем сердцем, разумом, душой и силой. Это тот знак, который вы искали. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, спросите меня. Отдай мне свою жизнь, свое будущее, свое время. Тогда я расширю, благословлю и процветаю вашу жизнь. Ваши страхи исчезнут, ваша печаль исчезнет, и вам больше не придется беспокоиться о том, что принесет завтрашний день. Я отвечу на ваши молитвы неизмеримыми чудесами. Такой мир дается тем, кто доверяет мне и дает мне непоколебимую справедливость. Я твой святой всемогущий Бог, наблюдаю за тобой каждую ночь, пока ты спишь, забочусь о том, чтобы защитить тебя и служить тебе, жду тебя многими благословениями и окружаю тебя семьей многих помощников. Но не расстраивайтесь, ведь иногда ваше терпение длится не так быстро, как вы ожидали. Все открывается в назначенное время, периоду ожидания предшествует период молитвы, а период ожидания заканчивается периодом радости. Наступит день, когда солнце светит над вами, и это станет началом чуда, которого вы ждали. Будьте счастливы и чувствуйте себя счастливыми, набирайтесь сил и мужества. Потому что ваш путь еще не окончен, и впереди еще много хорошего. Вы добьетесь того же и достигнете высот, о которых даже не мечтали. Помните об этом, сейчас нет места неудачам, а прошлые неудачи – это всего лишь шаги к победе настоящего героя. Помните, что вы – дитя великого Бога. Я даю вам силу говорить в жизнь и изменить ситуацию. Пожалуйста, используйте мои дары, чтобы ободрить, исцелить и дать надежду отчаявшимся. Будьте сильными и смелыми, ожидая, пока я благословлю вас. Следуйте своему пути мудро и смиренно. Мои дети невысокомерны и избегают ненужных споров с людьми, которых они не понимают. Они не смотрят на других свысока и относятся ко всем с уважением. Так моя слава откроется через тех, кто верен и предан сердцем. То же самое касается и тебя. Я буду творить чудеса и чудеса среди вашей семьи, дальних родственников и друзей. Но я прошу ваших самоотверженных усилий и использования всех благословений и духовных сил, которые я вам дал, чтобы помогать, поддерживать и ободрять тех, кто нуждается как физически, так и духовно. Я обещаю использовать это для этой цели. Узнайте, нужно ли вам мое благословение и хотите ли вы его получить. Я не поведу тебя по пути, по которому ты не хочешь идти. Я приведу тебя к успеху и богатству, но хочу, чтобы твоя преданность любила меня и молилась за меня всем сердцем каждый день. Поговори со мной и объяви: Боже, я готов принять твое благословение, ибо пришло время победы. Держи меня за руку, ибо ты достоин всякой радости, и я хочу подарить тебе свой дар, окружить тебя мужеством и уважением и возвысить тебя над теми, кто не верит. Чтобы еще больше воодушевить вас в этой новой главе, я открыл врата рая. Следуйте этим словам и обновите свой разум. Мой Святой Дух тронет ваше сердце, и моя сила навсегда разорвет все ваши цепи. Во времена печали и слабости ты найдешь прибежище в моей заботе. В этом мире нет такой чистой и страстной любви, как моя. Я не буду искать твоего богатства и не буду довольствоваться легкомысленными развлечениями. Я всегда буду заботиться о тебе, защищать тебя, потому что я люблю тебя.
Я всегда буду внимателен и прислушиваюсь ко всему, что происходит в твоей жизни. Я хочу, чтобы другие были сильными, защищали слабых, получали знания и добивались успеха, чтобы они могли заботиться о нуждающихся. Мы призываем вас поверить в духовное царство, где происходят чудеса, чтобы вы могли протянуть руку помощи больным и помочь им исцелиться. Я хочу сказать, не беспокойтесь о деньгах и относитесь к ним с уважением. Не влезайте в долги, потому что вам больше не придется сталкиваться с неприятностями. Не зацикливайтесь на том, что вы должны другим. Когда вы встретите кого-то в нужде, будьте смелы, протяните руку и используйте мои слова, чтобы освободить других от их цепей. Пожалуйста, помолись Богу и попроси Его освободить меня. Вы знаете, что ваша доброта увеличивает ваше богатство, когда вы помогаете нуждающимся. Вы можете помочь ангелам, даже если не знаете об этом, поэтому наслаждайтесь помощью другим и практикуйте свои действия, чтобы увеличить свою удачу. Бог призвал вас войти в новый этап вашей жизни. Радуйтесь, когда видите чудеса, и используйте силу, которую я даю вам, для преодоления всех трудностей. Молитесь ежедневно и приходите ко мне с просьбой о мудрости, которая вам нужна. Обратитесь к Библии и подумайте о притчах и гимнах. Вспомните, что вы узнали, и произнесите эти стихи вслух. Я напишу это в твоем сердце. Я хочу, чтобы вы каждый день воспринимали мои слова и черпали новые идеи из жизни моих учеников. Следите за нашим расписанием. Но, пожалуйста, никому не говорите о моем обещании. Не спорьте, чтобы показать свою мудрость, но покажите свою веру в веру, которую вы мне дали. С решимостью протяните руку помощи тем, кто нуждается в доброте и признании. Я призываю тебя каждый день выслушать меня, потому что знаю, что простил твои грехи и освободил тебя. Не заблуждайтесь, вы не прокляты и не заключены в тюрьму зависимости. Я даю вам божественную свободу, мудрость и знания от Бога. Я знаю, что временами вы можете чувствовать себя одиноким и разочарованным, но, пожалуйста, помните, что я с вами на каждом этапе пути. То, что раньше беспокоило тебя, больше не будет беспокоить тебя передо мной, ибо во мне ты найдешь свободу, мир, радость и страдания. Пусть ваша жизнь изменится и обновится, чтобы ваша уверенность и вера росли с каждым днем. Верь в мою любовь, отдай свое сердце, не спускай глаз с моего пути и услышь мой голос, шепчущий тебе нежные слова. Я не хочу терять с тобой связь. Даже в те дни, когда ты не хочешь молиться или разговаривать со мной, я терпеливо постучаюсь в дверь твоего сердца, принесу мир в твою душу и окружу тебя счастьем. Мои ангелы охраняют каждый уголок твоего дома. Более того, оно не находится под гнетом страха. Что бы вы ни хотели сделать во имя мое святое, будьте добрыми и сильными, у вас все получится. Я не говорю о недостаточном самосовершенствовании или плохой работе продукта. То, что ты напишешь, сотворит много чудес, ибо я позволю тебе отойти от моего престола на небесах. Не бойтесь успеха, не стесняйтесь победы. Пришло твое время победы, ты ее заслужил, сражайся и докажи свою веру в меня. Пришло время предстать перед вами и получить благословения, которые вы вскоре вручите мне в руки. Скажите, пожалуйста, правда ли это?
Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, носят временный характер, но вы должны встретить их мужественно, чтобы выйти победителем. С ним ничего не случилось, мой дух был его щитом, а мои сильные слова – его мечом. Пожалуйста, продолжайте свое путешествие. Если вам нужен отдых, молись, думай и отдыхай. Мне нужно многое сказать, поэтому, пожалуйста, находите время каждый день. Поймите и поверьте в своем сердце, что вы важны, ваша вера важна и ваша жизнь важна. Вы должны верить тому, что я говорю, и игнорировать тех, кто пытается умалить вашу ценность и ценность. Я смотрю на тебя глазами любви, я твой отец, и ты всегда будешь важен для меня. И я делаю это снова и снова, потому что я хочу, чтобы вы записали это в своем сердце и наполнили мои слова любовью. Как только ты утром откроешь глаза и увидишь меня с собой, приносящего тебе радость и говорящего, как сильно я тебя люблю, твоя жизнь станет чудом, которое изменит тебя и твою семью. Я держу свои обещания, а вы доверяли и доверяете моим обещаниям. Однажды я сказал ему: «Позвони мне», и ответил. И этот прекрасный ответ в настоящее время находится в разработке. Мы скоро увидимся. Прочитайте мои слова еще раз, примите мой совет и узнайте, как защитить себя и сражаться со своими врагами, когда они пытаются украсть благословения, которые я вам даю. Вы знаете, есть люди, которые злятся или завидуют, когда видят ваши успехи, которые не могут видеть, как вы улыбаетесь или ваша семья счастлива вместе. Поэтому говорите со мной каждый день и питайте свой разум моими словами, полными знания и мудрости, и не забывайте слушать внимательно и внимательно. Я знаю, что последние несколько месяцев были очень трудными, и я знаю о вашей борьбе и вашей вере, но я все еще удивлен. У тебя много недостатков, но ты с неукротимой храбростью побеждаешь всех своих врагов. Поэтому с началом этого месяца ваше сердце не пусто, а полно любви, силы и мужества. В оставшиеся недели этого года вы увидите больше благословений, чем когда-либо видели, и больше чудес, чем когда-либо прежде. Верьте и верьте, ибо это произойдет. Ходите верой, знайте мое обещание победы и покажите свой характер, смелость, авторитет и силу своей красивой улыбкой. Это слово придает силы. Напишите своей рукой и скажите мне, во что вы верите. Почувствуйте, как мой Святой Дух окутывает вас, поднимая вас и подталкивая идти по пути победы и победы, следовать моим словам, следовать моему сердцу и двигаться вперед с мужеством и верой. Примите эти слова с любовью, поверьте им, встаньте, раскройте свои объятия и приготовьтесь получить чудесные благословения, которые я приготовил для вас в этом месяце. Ты столкнешься со многими трудностями, но я сделаю тебя сильным. Обстоятельства возникнут, но его вера в меня укрепит его. Не бойтесь своих трудностей, сталкивайтесь со своими трудностями и невзгодами в одиночку и сосредоточьтесь на моих обещаниях и словах, которые я сказал, чтобы ободрить вас. Я никогда не подвел его, когда я слаб, я никогда его не подвел. Я удалил страх из его души и наполнил ее радостью. Если вы посвящаете себя мне каждый день, закрывайте дверь своей спальни и приходите в мое присутствие, и если вы отдаете свое сердце высочайшей хвале и поклонению, и если вы всей душой взываете к моим ногам, пожалуйста, поверьте, что вы услышите, и выведет вас на новый уровень.
Я знаю все подробности твоей жизни. Я люблю тебя, когда ты доверяешь свою жизнь, когда ты делишься своими проблемами, когда ты доверяешь свое будущее и планы в мои руки. На небесах будет праздник, и я послал 1000 ангелов охранять его. Я решу ваши проблемы своим сердцем и силой, а не вашей силой и мудростью. Во всех трудностях, с которыми ты столкнешься, я буду рядом с твоими близкими, чтобы ты преодолел их. И я благословлю тех, кто верит. Однако те, кто позволяют себе стать негативными, закрывают свои сердца для моей истины, ненавидят мои слова и ненавидят эту любовь, которая исцеляет и спасает, не имеют сердца, которое по-настоящему верит в Бога, и это не сработает. Включая это, я написал для них. Я всегда слушаю ваши молитвы, когда вы молитесь у моих ног, особенно в трудные времена. Вскоре вы увидите своими глазами, как вы будете спасены, укреплены и поддержаны моей любовью и моей силой. Люби меня. Какие бы препятствия ни встретились на вашем пути, вы сейчас здесь и готовы. Поднимитесь на эту гору с верой, а она будет ждать вас на вершине. Я хотел бы поделиться с вами приятным и глубоким откровением о любви, которую я испытываю к вам. Вы будете знать меня по-настоящему, а не только понаслышке. Вы будете знать, что я искренний, и я всегда буду заботиться о вашей жизни и ваших потребностях. Я не прячусь от тебя. Я всегда буду слушать тебя с любовью и буду рад видеть, что ты не нарушил свою веру. Он всегда умел дождаться меня, не удивляясь. Даже если я покажусь неотзывчивым, ты должен знать, что, находясь рядом с тобой, я защищу тебя от вреда. Во время моего долгого пребывания мои ангелы сражались рядом с ним, подчиняясь моим командам и действуя по его воле. Вы продолжали носить свое оружие, и я не услышал от вас ни одной жалобы. Я очень рада встретить такого мальчика, как ты, который решил довериться мне и так мне доверял. Я так счастлив быть твоим отцом. Мои мысли – благословение. Выйдите и наделите свою жизнь целью, которая принесет вам удовлетворение и радость, и станьте образцом для подражания для своей семьи и общества. Где бы вы ни находились, идите не останавливаясь, взбирайтесь на горы и преодолевайте все препятствия на пути к счастью. Окружающие будут видеть в вас пример веры и честности. И, возлюбленные, я буду продолжать благословлять вас, не останавливаясь и не откладывая, используя власть, которую я вам дал. Найди меня и слушай мой голос. И посчитайте благословения, которые я вам всем приношу. Пришло время соревноваться, бороться, работать, учиться и готовиться к большому дню. Обязательно проверьте свои цели. Пришло время действовать. Прошло много времени, но сейчас самое время. Благословения, которые вы получаете, уже рядом. Я изменю вашу жизнь и жизнь вашей семьи мощным и удивительным образом. Моя любовь к тебе чиста, вечна и вечна. Важно поверить в себя и обратиться ко мне в это трудное время. Не позволяйте угрозам и разочарованиям лишить вас мира и веры. Я знаю, что ты так страдаешь, но мое сердце тронула твоя доброта. Как я уже обещал, мое самое большое желание – благословить вас. Скажите, пожалуйста, что вы готовы принять мое благословение и намерены отнестись к нему с любовью и заботой. В трудные времена я всегда буду с тобой,
держа тебя за руку и окутывая в мои святые одежды. Я люблю тебя всей душой. Ты мой сын, моя дочь. Я благословляю тебя всем сердцем и душой. Я сдержу все, что обещал, всегда буду рядом с ним, никогда не отпущу его и всегда буду с тобой даже в эту бурю. Мои планы для вас – это самые лучшие мысли, которые приведут вас к миру и процветанию. Эти ситуации могут показаться трудными, но мы встречаем их с верой и надеждой. Измените свое сердце и поверьте моим словам с верой, и ваша жизнь изменится. Каждое утро, полдень и ночь, прежде чем лечь спать, смотри на меня и вставай на колени. Даже если все оставят тебя, я никогда тебя не оставлю. Даже если они не могут сказать, что любят тебя, моя любовь к тебе становится все более и более искренней. Я никогда не подведу и никогда не буду его жалеть. Ваша семья, ваше будущее, ваше здоровье в моих руках. Будьте осторожны и дорожите своими благами. Если вы останетесь верными, наступит время, когда ваши благословения увеличатся, и вы получите множество сокровищ на всю вечность. Сынок, дочка, твоя любовь важна для меня, и я хочу, чтобы ты почувствовал, что ты меня любишь. Я часто просыпаюсь грустным без видимой причины, например, из-за тайных чувств или внезапного беспокойства. Как будто его собственный разум пытался ему что-то сказать. Вы должны понять, и я должен вам сказать, что это чувство является реакцией вашего сердца, когда мой Святой Дух зовет ваше имя. На следующее утро вы получите уведомление, когда уйдете. Ты настолько занят, что у тебя нет времени сидеть и думать обо мне, но мое сердце говорит, что ты не пуст. Грусть, которую ты чувствуешь, это печаль в твоей душе, в твоем сердце, прекрасно зная, что, если ты не выпьешь целебной воды, ты можешь умереть от жажды. Если тебе грустно и пусто, это верный признак того, что ты уже давно передо мной. Пожалуйста, перестаньте так жить. Жизнь в таком состоянии только разрушит ваше воображение. Когда приходят нападения, не нападайте с верой. Вы можете растеряться и поверить, что вас наказывают. Но это неправда, я Бог, я не вру. У меня нет лжи. Многие вещи, которые я сделал из любви к тебе, доказывают, что я люблю тебя так сильно, что слова, удивительно, не могут описать это. Приди ко мне, и я наполню твою душу райской сладостью, окружу тебя такой прекрасной любовью, что твои слезы будут счастливыми. Мне все равно, где ты. Если вы плачете и спрашиваете кого-то, скажите ему правду. Я чувствую любовь и уважение моего Небесного Отца. Вы получите благословение, которого так ждали. Враг злится и хочет отобрать тебя у меня, но не сдавайся. Я понимаю, что ты чувствуешь, пожалуйста, не убегай и не прячься. Почему ты думаешь, что я не настоящий и не могу любить тебя? Вы действительно тронуты этими мыслями. У меня есть желание, и я очень тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты покидал меня, ты мой сын и дочь. Да, я люблю тебя. Я не тот, к кому ты ходишь, когда тебе грустно. Я обниму тебя с любовью, очищу твое сердце, прощу твои ошибки, исцелю тебя и дам тебе ноги. Теперь мое обещание твердое и нерушимое. Никто не заберет тебя у меня. Но моя любовь никогда не закончится.
Если вы не верите голосу, который слышите, потому что он неправильный, оставьте его в покое. Теперь, когда он в моих руках, я так же счастлив, как и вы. Если ты прибежишь ко мне, ты обрадуешь меня, придет противодействие, сомнения останутся, но они просто летающие птицы. Не позволяйте им гнездиться в вашем сердце. Не принимайте смертельную ложь, которую пытается насаждать враг. Пожалуйста, прекратите эти обманы. Тогда вы будете спасены от этой катастрофы. Теперь я пишу свое имя в твоем сердце, чтобы ты никогда не забывал и не сомневался. Вся моя любовь для вас. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовал, когда услышал «Я люблю тебя». Как бы вы себя чувствовали, если бы знали, что я внимательно прислушиваюсь к каждой вашей мысли и понимаю вашу ситуацию? Чувства, которые наполняют вас, когда вы знаете, что вас ценят, защищают и любят. Даже если иногда ты меня не слушаешь или не отвечаешь на мои телефонные звонки, я хочу, чтобы ты всегда знал, что я рядом. Не сомневайся в моей любви к тебе. Не следуйте своей вере, основываясь только на мыслях и чувствах. Потому что у меня есть свои слова. Действительно, ничто не может отделить тебя от меня, даже если тебя окружает множество людей. И сильный враг. Гонка огня. Не сомневайся в моей любви. Если у меня есть обещание, твердо верьте, даже если вы слабы, глупы, мятежны и разочарованы. Помните, моя тень повсюду вокруг вас, вам не нужно просить других о помощи. Теперь провозгласите это громко и ясно, чтобы небо услышало. Господь Иисус, я верю в Тебя. Цепи, которые не определяют вашу веру, будут разорваны. Вы сильный, честный и верный. В моих святых словах вы найдете истинную веру. Кричите как можно громче: «Я верю в Тебя, Иисус Христос». Знайте, что сейчас собирается армия ангелов войны, которая будет сражаться за вас, пока вы не освободитесь от страха. Он был назначен и провозглашен мной. Ваше сердце наполнится радостью и миром, даже если вы не понимаете, какие эмоции испытываете сейчас. Как ты знаешь, сынок, дочка, я всегда буду рядом с тобой. Я никогда не перестану любить тебя. Я всегда здесь, чтобы защитить тебя. В ту ночь, когда я рядом с тобой. Утром я получу твою душу. Каждый день я живу с тобой. Я все еще здесь. Ты мне нравишься. Вы великое благословение. Вы чувствуете, что вот-вот произойдет что-то странное. Я чувствую покой. Накорми свою душу моими словами. Не позволяйте радости влиять на вашу веру. Держитесь, последнее слово за мной. Я вылечу все твои болезни. Если вы встанете смело, все прошлые проклятия, долги и плохие воспоминания исчезнут из вашей жизни. Релиз будет отображен. Сегодня эта цепочка разорвана. Радость и счастье потекут от вас. Я сотворю чудо в твоей жизни. Твои уста наполнятся хвалой и твое сердце радостью. Я обещаю вам, вы увидите это сами. Вы найдете все, что вам нужно, и даже больше, чтобы благословить и помочь другим. Всемогущий Бог, Бог бесконечной радости и любви. По мере приближения заката этого года наши сердца объединяются в благодарности и надежде.
Мы так благодарны вам за множество благословений, которые вы нам дали, важные уроки, которые мы усвоили, и трудные битвы, которые мы выиграли. Но самое главное – это безусловная любовь, проявляемая каждый день. Этот год – путь, полный трудностей и лишений. Каким бы трудным ни был путь, каким бы ни был подъем, мы чувствуем вашу любовь. Направляйте нас, поддерживайте и поддерживайте. Господь, мы славим Тебя за Твою верность и неизменное милосердие к нам, даже среди тьмы и бурь. Глядя на горизонт Нового года, я молюсь, чтобы ваши благословения вернулись к вам. Пусть этот Новый год будет наполнен здоровьем, миром, любовью и благополучием. Отец, даруй нам мудрость учиться на ошибках прошлого и непоколебимую смелость противостоять вызовам будущего с непоколебимой решимостью. Господь, мы благодарим Тебя за божественную защиту нашей семьи, друзей и всех, кого мы храним в своих сердцах. Пролей свой свет в наше сердце и увидишь каждый наш шаг и каждое решение, которое мы принимаем. Пусть ваш характер любви будет основой всего, что мы делаем и с чем взаимодействуем в этом мире. Мы молимся, чтобы мы были настоящим инструментом любви и мира среди вас на долгие годы вперед. Пусть новое утро напомнит вам о вашем терпении и новой любви, а закат принесет мир и благодарность за прожитые дни. Если вы считаете, что этот пост будет полезен другим, оставьте комментарий. Ваше служение важно, потому что оно достигает многих людей, которые, как и вы, нуждаются в том, чтобы их услышали и благословили. Отказавшись от любви сейчас, вы произведете перемены, которые благословят вас. Ты выиграешь битву, и все подтвердят, что я с тобой. Твое благословение приближается, слушай, никто не сможет этому помешать. Ответы, которые вам нужны, придут. Восстановите свое здоровье с учетом вашего возраста. Ваш любимый человек вернется в вашу жизнь. Это Божье обещание. Будьте смелыми и почувствуйте радость прямо сейчас. Вскоре люди и семьи будут просить вашего присутствия. Они увидят ваше лицо сияющим и помолодевшим. Ваша улыбка будет живым доказательством, и они своими глазами увидят прекрасные благословения, которые я, Господь, даю вам. Слово было произнесено, и их число умножилось. Я не лгу и держу свои обещания. Помните об этом каждый день и каждый раз, чтобы ваш разум был свободен от страха и беспокойства. Я положу конец его страданиям. Ваше счастливое время пришло. Добрый день, добрый день. Важные моменты, чтобы насладиться ими больше всего. Не бойся, сын мой, моя любимая дочь. Не лейте слезы, не унывайте. Поверьте мне. Я ваш Бог, и сегодня я говорю непосредственно с вами. Будьте уверены во всем, что вы делаете. Я слышу твои молитвы, я слышу биение твоего смиренного сердца. Я слышу твои молитвы со своего престола и открываю тебе двери милосердия. Я даю вам благословение и благодать. Я с теми, у кого чистая вера и смиренное сердце, и со всеми, кто называет мое имя с искренностью и глубоким желанием. Всегда помните, что вы можете рассчитывать на мою вечную силу и верность. Сколько бы лет ни прошло, я не оставлю тебя, не оставлю и не забуду тебя. Даже если я буду страдать на кресте и предлагать за тебя свою кровь, это будет напрасно. Если я их ненавижу,
Когда возникают трудности и проблемы, когда ты слаб, нуждаешься или болен, знай, что я всегда с тобой. Я повторю это еще раз, чтобы записать это в твоем сердце. Я всегда хочу, чтобы ты каждое утро находил меня и думал над моими словами. У меня есть вся власть. Если вы повторяете это каждый день, то это потому, что вы действительно хотите это сделать. Я хочу, чтобы ты имел веру, ложился спать с миром в душе и каждое утро просыпался с силой в сердце и уверенностью, что мои обещания не будут нарушены и я не отпущу тебя. Я говорю тебе правду, я люблю тебя и всегда буду благословлять тебя. Это то, что есть и будет всегда. Теперь скажи мне, ты веришь? Я хочу чувствовать твою силу и счастье на твоих губах. Вы должны достичь этого благословения. Вот почему враг пытается всей своей злостью отделить тебя от меня. Но не расстраивайтесь, если дела кажутся плохими. Не сдавайся. Теперь я знаю, что вы имеете в виду. Посмотри на меня, мы в этом вместе. Мы решим это вместе. Не беги, не прячься. Почему ты думаешь, что я не настоящий? Откуда взялась мысль, что я не могу тебя любить? Пожалуйста, не сдавайся, ты очень важен для меня. Твои сомнения заставляют меня плакать, потому что у меня тоже есть чувства. Я так сильно люблю тебя, что не хочу, чтобы ты покидал меня. Твои благословения придут, веришь мне? Это происходит быстро. Желаю с сегодняшнего дня изливать благословения в ваш дом без всяких преград и преград. Ибо нет большей любви, чем моя любовь, нет большего плана, чем тот, который я имею для тебя. Я могу дать вам твердую надежду, окунуть вас в мир, превратить самые трудные испытания в победы и превратить вас из грязи в богатство. Примите свои благословения с верой, радостью и смирением. Не смотрите на них свысока и не смотрите на них свысока. Его можно выразить в простой форме, которая нравится тем, кто ищет только красоту. Детские и смиренные достигают высшего положения, а кроткие становятся столпами веры. Будьте внимательны и осторожны, ведь вас ждут хорошие дела. Пожалуйста, дайте мне совет, как познать благословение пути. Я ищу смиренные души, которые хотят прожить полную жизнь, посвященную доброте, любви и прощению. Вы без сомнения полной решимости, полагая, что ваша цель навсегда записана. Пожалуйста, будьте осторожны во время путешествия. Пришло время понять, какие хорошие вещи я приготовил для вас. Приходите ко мне ежедневно, излагайте свои планы перед моим алтарем, просите меня, исповедуйте свои грехи, примите мое прощение, встаньте и приготовьтесь к победе, ибо время близко. Я расту, у тебя много работы и много важных навыков, которые я хочу, чтобы ты использовал. Мы идем вперед вместе, у тебя есть моя поддержка и моя любовь, благословения небес предназначены только для тебя. Пожалуйста, поймите, что все, что я делаю, имеет причину и зависит исключительно от меня. Все на небе и на земле изменится по твоей воле. Я провозгласил безгрешную заповедь. Чтобы вы были свободны от долгов, усердно слушались, получали Божью мудрость и наслаждались благословениями, которые я приготовил для вас и тех, кого вы любите. Вы имеете право на небесное наследие, и ваша жизнь не случайна.
Моя любовь к тебе была еще до твоего рождения, и я приготовил для тебя много чудес. Помните, что самое главное благословение – это ваша вечная любовь. Когда ты покинешь меня, моя любовь все еще будет здесь, и когда ты вернешься, она все еще будет здесь. Если ты думаешь, что я тебя обидел или разозлю, я не приму тебя из-за тебя. Когда ты придешь ко мне с разбитым сердцем и кротким сердцем и скажешь честно, я узнаю твою любовь ко мне, даже если ты упадешь.